Сегодня мы побываем с вами в Верхоянском районе. Пролетев на самолете 668 километров за 1,5 часа, мы приземлились в аэропорту Батагая. В Верхоянском районе нам предстояло снять приемные семьи. В гости к одной из них мы отправились на моторной лодке в село Хайгардах. И повез нас туда приемный папа Александр Христофорович Слепцов. Мы плыли по реке Яна, любуясь красотами северной природы. Преодолев 50 километров за 2 часа, мы оказались на правом берегу Яны, в поселке Хайгардах. Здесь нас ждала встреча с нашими друзьями, приемной семьей Слепцовых. С ними мы знакомы уже несколько лет. Александр Христофорович и Людмила Дмитриевна – родители 18 детей, 12 из них приемные. Людмила Дмитриевна ведет домашнее хозяйство, Александр Христофорович работает машинистом на ДЭС. Сейчас в семье воспитывается 9 детей. На лето приезжают в гости внуки. А познакомились мы с приемной семьей Слепцовых 5 лет назад. 12-летний приемный сын Валентин с радостью показывал и рассказывал, как живет их семья. За это время некоторые дети закончили школу, в семье произошло много событий, и мы не могли не приехать к ним в гости. Людмила Дмитриевна вместе с приемными девочками и внучкой Архелией кормили телят. Хозяйство у Слепцовых большое – коровы, телята, лошади. За 5 лет в приемной семье Слепцовых произошло много хорошего. И Валентин, которому уже исполнилось 17 лет, с радостью поделился с нами приятными событиями. Хозяйство больше увеличили и понабрали всякого. Вот теперь сидим, достойно живем. Ездим по разным деревням, улусам, соревнуемся. Вот это в этом году в Верхоянском районе СХ 385 лет, юбилей был. И сделали республиканское соревнование по национальным видам спорта. И здесь отборочные соревнования были. И я прошел и вышел туда. И занял 2 место. Наших братьев медали, младших. Они в командном соревновании в городе Верхоянск на отборочные Кубоков Федерации проходили. Заняли 3 место там. Вот спереди, которые стоят, это мои кубки 3. Абсолютный чемпион по национальным прыжкам. Üstü 3 на 3. Мои братья боролись на Кубок Федерации, вот командный Кубок Хапсагай. Наш папа тоже спортсмен, он тоже ехал на лыжи. Соревновался, занимал 1 места всегда, обычно на Хапсагае, в командном, в лусном, в республиканском соревнованиях. Вот в этом году, вот Верхоянская СХ 385 лет, вот нашей матери дали. Она 1 место заняла тоже, и вот ей тоже такую статуэтку дали. Младшая сестра Эрна заняла 1 место по рассказыванию стихов. Вот. Наш брат Антон занял 2 место, тоже по стихам, по своему творческому виду. Вот. И в этом году наша сестренка Роберт Эрнеста получила золотой голос. Александр Христофорович и Людмила Дмитриевна с гордостью показали нам призы и подарки, полученные детьми на соревнованиях. Людмила Дмитриевна и Александр Христофорович всю жизнь живут в деревне и детей приучают к труду, пониманию того, что хозяйство, теплица, огород обеспечивают их всем необходимым – продуктами, молоком, мясом. И дети в семье Слепцовых приучены ко всему. Они знают ценность труда. Старшие девочки, конечно, самые большие помощницы и по дому, и по хозяйству, по огороду. Они первые помощницы. И готовить, и помыть, и постирать, все могут. И младшие тоже не отстают.
и посуду помыть, и по дому убраться, прибраться. И тоже готовить учатся. Вон Эрнеста очень хорошо готовить тоже уже научилась от сестер. Старается. Когда много детей, конечно, хорошо. Это большое счастье и для мамы, и для папы. Мы смогли увидеть, как приемные 17-летние сыновья Валентин и Антон работают вместе с отцом на пилораме. Они обтесывали бревна и делали доски. Валентин и Антон уже многое умеют. Они главные папины помощники. Папа нас учит работать, дома строить, дрова готовить на зиму, сено косить, технику водить, как относиться к технике. Техниками сторон, он да бейлера доктора билия, качестволара, как касян режим надо, он там радахта, жололохта, он голболандар багрямата. Биха мана жекергемитер хатава тугудан хох, бара ине мана хатыллар, оңстовут, оңра хатывыт хайдахтаны. Хадайте хаха хатавата охтен биха олус видахты кирбит. Онон кепсивит булка, маска, окка, барата решойбит. Уленен баратын каявут, уленен баратын алавут хатывут. В день нашего приезда 18-летняя приемная дочь Слепцовых Виктория получала аттестат. Мы посетили Эльгетскую школу и пообщались с учителями, обучающими всех детей семьи Слепцовых. Слепцовтар жекерген Александр Христофорович и Людмила Дмитриевна оғылыра, бұл алтта түріппіт оғылыра, онна 12 приемный оғылыра бейгі оскола бұттығар. Бары өренен, сетилақты өренен, көқтақ күттілақ, бүйігі оскола бұтын үгістік республикаға оройонға аттытар жекерген болалар. В прошлом году в зоне проведения специальной военной операции погиб родной племянник Людмилы Дмитриевны, Аял. Ему было 28 лет. Мужество, героизм и любовь к родине – основные принципы патриотического воспитания в семье Слепцовых. Людмила Дмитриевна и Александр Христофорович прививают детям такие качества, как доброта, честность, трудолюбие. Они делают все вместе, сообща. Дети видят важность семейных ценностей и учатся всему, что пригодится им в жизни. Бабушка научила меня кормить маленьких коров. Главное изменение, произошедшее в приемной семье Слепцовых – появление двух девочек – сестренок 11-летней Эрнесты и 8-летней Владлены. Девочки пришли в семью 4 года назад и сразу адаптировались ко всему. Они уже многое умеют и всему учатся от старших сестер. Ицуерка, он асастырка, жехомуерка, огорокка, улароку таталырка, огород уиннерерке. У нас такое правило, да, жить всегда дружно, со всеми дружить, друг друга уважать и друг другу помогать. Старшие ухаживают за младшими, младшие слушаются всегда во всем старших. Занимаются девочки в творческих кружках. Яна бурная плывет между скал священных гор, щедрость добрая живет в сердцах бурей и ветров. За то время, что мы провели в гостях у приемной семьи Слепцовых,
Мы полностью погрузились в их быт, увидели, как живет семья. Дети заняты каждодневными делами и выполняют все без напоминаний. Они уже многое умеют делать сами, во всем помогая родителям. Ко всем детям в приемной семье Слепцовых одинаковое отношение, и каждый ребенок ощущает себя родным. Самай-самай үчүгей, куру холку делегей, учу талбын таптыбын, ием күрдүк саныбын. Алга хамын, учу талбын, мама деменің рабын. Алга хамын, учу талбын, мама деменің рабын. Знакомьтесь, Алёша. Ему 12 лет. Он доброжелательный, открытый, легко идет на контакт, с удовольствием посещает медиацентр и занимается спортом. Я увлекаюсь то есть боксом, хожу, тренируюсь. Вот сегодня будет бокс. Вот. А в школе как у тебя успехи? Ну, нормально. Бокс – главное спортивное увлечение Алёши. Он не пропускает ни одну тренировку и добросовестно выполняет задания тренера. Алёша общительный и позитивный мальчик. Спокойный мальчик, с нашими детьми хорошо идет на контакт, как бы, да, сразу получилось у него. Ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Автомеханику. Автомеханик. Ну, хочу поступить в автомеханику. Хочешь работать с техникой, да? Да. Алёша хочет жить и воспитываться в семье, и мы надеемся, что семья для него найдется.